Доброго времени суток, дорогие друзья! Национальная вещательная компания «Саха» начинает прямую трансляцию торжественной церемонии закрытия 8-х по счету спортивных игр «Дети Азии». Мы находимся в Якутске, в столице Республики Саха-Якутия, а именно на стадионе Туймада имени Николая Николаевича Тарского. За всем происходящим здесь для вас будем наблюдать мы, я Власий Сергеев и Ларина Сукуева. Добрый вечер, дорогие друзья! Да, действительно, с грустью приходится признавать, что игры позади. Но в течение всех этих по-настоящему жарких, спортивных, фееричных 11 дней прошли захватывающие соревнования по 24 видам спорта, в которых приняло участие команды 24 иностранных стран и 6 регионов из России, в том числе 2 команды из Якутии. И было разыграно 239 комплектов медалей. Да, действительно, 11 соревновательных дней позади. Сегодня мы на этой арене, конечно, увидим всех чемпионов и призеров. Ну а пока предлагаю насладиться прологом нашей торжественной церемонии закрытия. Оно представляет собой исполнение песни «Один континент, одна команда». Of the winners and medalists of the 8th Children of Asia Games. В эти дни в городе Якутске прошли захватывающие соревнования. Ну и прямо сейчас на арену стадиона Туймада выйдут победители и призеры наших соревнований. Ну а только что мы сейчас видим талисманы игр. Как вы знаете, это традиционно мамонтенок Мадун, олицетворяющий собой могущество, мудрость и доброту. С якутского языка Мадун переводится как «сильный и мощный». И в этом году к нему добавилась красавица-бурундучок Саина. Саина с якутского переводится как «летняя». Ну и именно наши талисманы возглавляют парад победителей и призеров. Напомним, что у нас на протяжении 11 дней в 16 спортивных объектах было разыграно 239 комплектов наград. За захватывающими событиями игр на спортивных площадках следили... Ну и напомню, что выявление победителей и призеров у нас проходило по 24 видам спорта, в которых приняли участие 24 иностранных команд, а также 6 команд из России, в том числе, конечно же, 2 команды Якутии. На правах хозяйки соревнований команда республики была представлена сразу 2 сборными. И вот перед вами герои 8-х игр «Дети Азии», победители спортивных соревнований, золотые. Ну и, конечно, приветствуют, чествуют полные трибуны стадиона Туймада победителей и призеров. И, конечно же, стадион Туймада, да, мы можем видеть то, что полные трибуны. А я напомню, что стадион Туймада вмещает 12 тысяч зрителей. И стало центром достижения новых спортивных результатов в истории игр «Дети Азии». В эти дни на спортивных... Ну а трансляции на телеканалах Матч ТВ, НВК Саха, Якутия 24 и Мамонт велись по таким видам спорта, как легкая атлетика, баскетбол, масс-рестлинг, художественная гимнастика, бокс, скалолазание, волейбол, мини-футбол, тэквондо, дзюдо, кураж, самбо, спортивная борьба, алыш, хапсагай, стрельба из лука. На спортивном небосклоне... Да, в общей сложности 16 спортивных объектов, 239 комплектов наград. Ну и предлагаем вашему вниманию итоги наших соревнований, медальный зачет. Возглавила медальный зачет команда сборной Узбекистана. В их активе 36 золотых, 31 серебряная, 21 бронзовые медали. На второй позиции Сибирский федеральный округ. У них 31 медаль, золотая медаль, 31 серебряная медаль и 32 бронзовые медали. И тройку лидеров у нас замкнула сборная команды Беларусь. 27 золотых, 21 серебряная и 30 бронзовых наград. Ну и что касается наших ребят. Сборная команда Республики Саха-Якутия, первая команда, финишировала на 4-й позиции. У наших ребят 25 золотых, 26 серебряных и 30 бронзовых наград. Дали возможность познать и открыть новое
в жизни. Взрастите Команда Казахстана на ваших телеэкранах только что была. справедливость. Команда Казахстана финишировала 7-й в медальном зачете. Они записали в свой актив 17 золотых, 31 серебряную и 59 бронзовых медалей. Ну а сейчас мы видим команду из Москвы. Москва у нас на 5-й строчке. У них 25 золотых медалей, 19 серебряных и 20 бронзовых. To cultivate kindness, sense of justice, openness, respect for Ну others. и традиционно колонна спортсменов идет у нас против часовой все крепче, стрелки увереннее в себе из года в год. по стадиону Туймада. Здесь у нас на протяжении соревновательных дней проходили соревнования по легкой атлетике. 13 дисциплин, королева спорта. Конечно же, по традиции соревнования по легкой атлетике прошли именно на стадионе Туймада. Self-confident from year to year to improve in each competition and reach the coveted Olympic podium. One continent, one team. Ну и команда якутян только что была на ваших экранах. Ну а сейчас это сборная Монголии приветствует зрителей, но в свою очередь трибуны приветствуют монгольских спортсменов. Они финишировали на 13-й позиции, имея в активе 4 золота, 2 серебра и 6 бронзовых наград. Очень отрадно осознавать, что сегодня в нашем быстро меняющемся мире все же есть ценности неизменные и непоколебимые. Есть вещи, важность которых неоспорима. На протяжении, 11 дней Якутск вновь стал эпицентром масштабного форума, настоящего праздника спорта под названием «8-е спортивные игры «Дети Азии». Якутск, конечно же, имеет богатый опыт проведения самых масштабных соревнований. Якутск многократно принимал соревнования уровня чемпионата России, чемпионатов мира, кубков мира, международных соревнований самого высокого масштаба. Ну и к этим же соревнованиям, конечно же, относятся, безусловно, и 8-е спортивные игры «Дети Азии». Sport inspires, sport strengthens, sport unites. The children of Asia Games have once again В последние годы игры «Дети Азии» проходили в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Кемерово. И сейчас вот они вернулись на свою родину. Нет никаких сомнений, что соревнования прошли у нас на высоком уровне. great heights in sport, success, good luck, and new sporting achievements. Ну и наши талисманы приветствуют собравшихся зрителей и вас, дорогие телезрители. От имени участников И сейчас у нас игр «Дети Азии» слово предоставляется будет выступать, чемпиону по тэквондо от имени участников категории 8-х спортивных игр «Дети Азии» слово предоставляется Бехрузу Салимову, представителю команды Узбекистана. Он является у нас чемпионом по тэквондо весовой категории до 48 килограмм. Вот и закончились эти замечательные дни. Они пролетели как одно мгновение. Мы юные спортсмены, участники 8-х игр «Дети Азии». Запомним их на всю жизнь. Дорогие жители Республики Саха-Якутия, спасибо вам за этот праздник спорта, дружбы и радости, который вы устроили для всех нас. Не все из нас вернутся домой с медалями, но все мы увезем домой незабываемое впечатление о гостеприимной якутской земле. Мы никогда не забудем Якутию, «Дети Азии» и новых друзей. Я горжусь, что являюсь выпускником игр. Пусть будет всегда мир, пусть будет всегда «Дети Азии». Звучит От лица участников выступил Бехруз Салимов. Ну а сейчас звучит гимн Российской Федерации. Russian Federation.
Слово предоставляется Прозвучал гимн, и сейчас слово у нас предоставляется заместителю председателя правительства Российской Федерации Дмитрию Николаевичу Чернышенко. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, Якутск! Вот и подошли к концу 8-е летние игры «Дети Азии». Они стали ярким событием для мирового спорта. В соревнованиях приняли участие сразу 24 азиатские страны. Турнир подтверждает стремление стран строить равноправное международное спортивное сотрудничество. Именно такое поручение дал и президент России Владимир Владимирович Путин. Игры «Дети Азии» основаны на честной, открытой спортивной борьбе. Это главный принцип, которого мы все должны придерживаться. Более 3000 человек здесь, в Якутии. Это огромная команда юных, талантливых спортсменов. Ваша профессиональная карьера только начинается, и игры стали бесценным опытом выступления на самом высоком уровне. Атлеты показали прекрасные результаты, продемонстрировали силу, выносливость и волю к победе. Игры стали очень зрелищными и подарили новые спортивные рекорды. К примеру, в финальном забеге на дистанцию 3000 метров и в соревнованиях по якутским прыжкам «Кыобах». Благодарю всех причастных к соревнованиям, организаторов игр, волонтеров. Похлопаем волонтерам нашим. Вам, наши замечательные болельщики, спасибо, что болели так. Ну и, конечно, спасибо нашим молодым спортсменам. А также спасибо наш самобытный гостеприимный Якутск, который принимает этот турнир. Игры «Дети Азии» вносят огромный вклад в развитие детско-юношеского спортивного движения. Их победители – настоящие ролевые модели для миллионов ребят. Я поздравляю всех ребят, всех участников турнира и желаю им уверенно идти дальше к новым победам. Дорогие друзья, соревнования завершились, но активная спортивная жизнь продолжается. И следующие игры «Дети Азии» по зимним видам спорта состоятся совсем скоро, в 2027 году. Мы ждем на них еще больше спортсменов и гостей. До новых встреч! Спасибо! Махтал! Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Үтіктабыллах бар жоным, күнді әдер спортсменнар. Сақавыт серен үтік маны ылжыттара, үті әкехәннен. Дорогие юные спортсмены, уважаемые якутяне, гости нашей республики, вот и наступили завершающие мгновения 8-х игр «Дети Азии». 11 дней пролетели стремительно, наполненные ярчайшими впечатлениями для всех нас. Сегодня меня переполняет гордость за юных спортсменов, за их волю к победе, за стремление достойно защищать спортивную честь своей страны, своего региона. Меня переполняет благодарность организаторам и волонтерам, тренерам и судьям, участникам культурной программы, всем, кто болел душой и сердцем, кто сделал все, чтобы игры «Дети Азии» в Якутске стали настоящим праздником спорта, детства и дружбы. Все вместе мы подтвердили девиз наших игр «Один континент, одна команда, сильная духом команда будущего».
от имени всех якутян я хочу сказать слова искренней благодарности за поддержку в подготовке и проведении 8-х игр «Дети Азии» Олимпийскому совету Азии, Олимпийскому комитету и правительству Российской Федерации. И, конечно, мы все искренне благодарим нашего президента Владимира Владимировича Путина за его личную поддержку и внимание к играм «Дети Азии». Уверен, 8-е игры «Дети Азии» прошли в лучших традициях открытости и дружелюбия, присущих нашей многонациональной России. В эти дни на всех площадках шли честные, бескомпромиссные спортивные баталии. Соревнования по всем видам спорта подтвердили, что в составе сборных команд лучшие из лучших в своих странах и регионах. Я от всей души поздравляю победителей и призеров 8-х игр «Дети Азии». Пусть эти победы станут началом большого пути к самым высоким спортивным успехам. Я от имени всех якутян поздравляю сборную команду Узбекистана, завоевавшую больше всех 36 золотых медалей. Я поздравляю команду Сибирского федерального округа, у которой 31 золотая медаль. И поздравляю Республику Беларусь с 27 золотыми наградами. Ну и, конечно, я поздравляю нас, якутян, у нашей сборной, первой сборной, 25 золотых медалей. Я поздравляю и желаю еще больших достижений каждому юному спортсмену, который вышел на старт 8-х игр «Дети Азии». Дорогие друзья, мы, якутяне, гордимся, что вот уже почти 3 десятилетия игры «Дети Азии» объединяют тысячи людей, объединяют молодое поколение Азии, других стран континента и российских регионов. Я очень рад, что за эти дни семья выпускников игр «Дети Азии» стала еще шире, еще больше, еще крепче. И я искренне надеюсь, что дружба и братство, зародившиеся на якутской земле, будут давать вам силу и энергию, уверенность и оптимизм. Сегодня вся Якутия говорит вам «до свидания, до новых встреч». Вся Якутия желает вам всего самого лучшего. Знайте и помните, что здесь, на нашей северной земле, у вас есть друзья, которые восхищаются вашей силой духа, преданностью спорту и целеустремленностью. Желаю вам счастья, огромных успехов в спорте и в жизни. Огонь 8-х игр погаснет через несколько минут, чтобы зажечься снова через 4 года. Уверен, дети Азии будут и дальше возводить мосты от дружбы к спорту, к миру на земле. Күнді доғыттыр, ұруй айқа болуын жоллық оғасқа, оны бір хана, бір күс боламыд. Сақабыт серігер, ұлу Россияға, Азия оларын ойнуларғар, хақалы нергетші, ұруй! Уруй! Уруй! Андығызқы көрсек қадлы. До встречи, дорогие друзья! Слово предоставляется президенту Международного комитета «Дети Азии» Владимиру Владимировичу Максимову. Дорогие друзья, приветствую вас на торжественной церемонии закрытия 8-х игр «Дети Азии». Игры состоялись и стали настоящим праздником спорта и дружбы для участников и гостей, для всех жителей Якутии. Сегодня мы подводим итоги, чествуем наших победителей и тренеров. Эти 11 дней спорта и дружбы навсегда останутся в нашей памяти. Стадионы и спорткомплексы были переполнены вашими эмоциями от побед и поражений. Это была незабываемая атмосфера открытой борьбы достойных соперников. Наши юные атлеты подарили зрителям и болельщикам столько радостного волнения и вдохновения. Зрелищные поединки, новые рекорды, ликование от заслуженных наград и медалей. Все это свидетельство того, что вы еще покорите новые высоты.
обновите рекорды, и мир не раз услышит ваши имена. Будущее большого спорта уже здесь, рядом с нами. Хочу поблагодарить судейскую коллегию, которую впервые возглавил выпускник игр, не понаслышке знающий, насколько важны эти игры для юных атлетов. Спасибо вам за объективное и непредвзятое судейство. Соревнования, награждения, встречи и мастер-классы – это лишь часть игр. Многое остается за кадром. Но мы всегда помним и благодарим всех тех, без кого наши игры были бы невозможны. Тысячи специалистов каждый день организовывали все то, что мы называем праздником детского спорта. Благодарим медиков, работников культуры, специалистов службы сервиса и коммунального хозяйства, ответственных за порядок и безопасность, работников спортивных сооружений и служб транспорта. Мы знаем, что организаторы сделали все возможное, чтобы игры «Дети Азии» стали действительно событием для каждого, и Якутск вновь подтвердил статус столицы детского спорта. От имени Международного комитета «Дети Азии» благодарю Организационный комитет, руководство Российской Федерации, Республики Саха-Якутия и лично главу Якутии Айсен Сергеевича Николаева за проведение игр на высоком уровне. Ну и, конечно же, отдельные слова благодарности звучат в адрес многотысячной сплоченной команды волонтеров. Ваше внимание, позитивный настрой, знание и улыбки помогли создать ту атмосферу гостеприимства и уюта, которую так оценили наши гости и участники. Спасибо за ваши старания и добрые сердца. В течение всех дней проведения игр рядом со спортсменами были старшие товарищи. Очень рад, что мы продолжаем наше общение, которое теперь уже проходит в формате плодотворного сотрудничества в Союзе выпускников. Ваши знания, опыт и доверие – тот фундамент, на котором строится воспитание и подготовка будущих чемпионов. Теперь наш Союз стал на 1930 выпускников больше. И уверен, уже через несколько лет они тоже вернутся на игры, как большие победители и чемпионы, чтобы также учить и тренировать подрастающих атлетов. Это неразрывная связь поколений в нашей большой семье «Дети Азии». То, что особенно ценно и дорого для нас. Еще немного, и 8-е игры уже будут историей международного спорта. Яркие и волнительные дни, где было столько встреч, побед и поражений, рекордов и песен, станут частью нашей жизни и началом чьей-то новой большой судьбы. От всей души желаю всем участникам невероятного оптимизма и веры в свои силы. Все только начинается, надо только упорно идти к своей цели. Дети Азии – это возможность увидеть мир во всех красках других культур и народов. Благодарим всех вас за невероятную атмосферу добра и радости. Надеюсь, все мы теперь знаем чуть больше друг о друге. А значит, в мире стало больше гармонии и понимания. Мы бы хотели, чтобы юные атлеты помнили, что не только победы важны в жизни, но что еще важнее – быть искренним и преданным другом, человеком, способным видеть и ценить красоту и многообразие окружающего мира. Мы все очень разные, но мы представляем один континент, одну команду. Күнді доғыттар, бастықы президентмен толықтау бұттың ұтығар, тоқ бар үләлі әбет, спорт бір айнығар күтті спыт, бір дойдулақтар бар мақтанабын. Благодарю всех жителей Республики Саха-Якутия за теплый прием и атмосферу праздника. Якутск, спасибо! Дорогие друзья, 8-е игры «Дети Азии» 2024 объявляю закрытыми. До встречи на 9-х играх «Дети Азии» в 2028 году. Спасибо! 8-е по счету спортивные игры «Дети Азии» официально объявлены закрытыми. И сейчас, конечно же, у нас ждет спуск флага.
Торжественный момент, спуск флага Международных игр «Дети Азии». И, как вы успели заметить, дорогие друзья, флаг игр «Дети Азии» доверяет юным кадетам, воспитанникам Якутской кадетской школы-интерната. Флаг спускают учащиеся. Да, и мы можем видеть то, что флаг 8-х спортивных игр «Дети Азии» спускается. И сейчас этот флаг пронесут по арене стадиона Туймада. Победители наших игр, тоже неотъемлемая часть закрытия любых соревнований. Сразу 6 спортсменов, которые прекрасно себя проявили на наших соревнованиях, будут нести этот флаг. Якутск прощается с играми. Следующие игры пройдут в 2028 году. И сейчас учащиеся Якутской кадетской школы-интерната будут передавать флаг чемпионам, победителям, спортсменам, которые взошли на высшую ступень пьедестала 8-х спортивных игр «Дети Азии». И флаг принимает Экер Дангак, победитель 8-х игр «Дети Азии» по борьбе Хапсагай, Сибирский федеральный округ, Россия. Также флаг несет Бекдаулет Кабдеш, победитель 8-х игр «Дети Азии» по дзюдо. Представляет он Республику Казахстан. Чон Унген, победитель 8-х игр «Дети Азии» по боксу, Корейская Народная Демократическая Республика. Деспина Бандалетова. Она взошла на высшую ступень пьедестала соревнований по легкой атлетике. Представляет она Республику Узбекистан. Нурислам Тактагулов, победитель 8-х игр «Дети Азии» по греко-римской борьбе. Он приехал к нам из Кыргызстана. И флаг 8-х игр «Дети Азии» также несет представитель сборной команды Республики Саха-Якутия Максим Семенов. Он стал триумфатором соревнований по якутским национальным прыжкам. Республика Кыргызстан.